подошли. Мы начинаем работу секции «Электронные региональные коллекции». И слово для приветствия предоставляется заместителю директора по информатизации Национальной библиотеки Республики Коми Глазовой Ольге Александровне. Я очень рада, что эта секция собрала такое количество народа. Значит, тема действительно интересная и актуальная. Ведь между прошлым и будущим существует неразрывная связь. Литературное наследие формируется веками. И все мы заинтересованы в том, чтобы оно было сохранено. Кроме обеспечения сохранности, создание электронных региональных коллекций обеспечивает доступ широких масс населения к фондам краеведческих ресурсов. Сегодня на секции мы послушаем опыт различных организаций по переводу книжного наследия в электронный формат. Посмотрим, как формируют электронные коллекции различные регионы. Ну и, конечно, познакомимся с тем, как используются электронные коллекции в работе различных ведомств, ученых и образования. Я желаю всем эффективного диалога, интересных идей и полезных контактов. Значит, первый доклад, который мы сейчас заслушаем. Регион как основной объект цифровой коллекции к вопросу о формировании регионального пространства знаний. Стекаева Мария Витальевна, Президентская библиотека, город Санкт-Петербург. Уважаемые коллеги, доброе утро. Позвольте начать с того, что, как вы все знаете, сегодня электронные носители значительно расширили границы доступности информации. Однако процессы накопления и представления контента в достаточной степени еще не разработаны, и это препятствует эффективному получению знаний из электронных источников. И в этих условиях поставлена задача формирования единого российского электронного пространства знаний, основу которого должны составлять оцифрованные книжные, архивные, музейные фонды, то есть информационные ресурсы, переведенные в электронный формат. В программных документах, такие как стратегия государственной культурной политики и стратегия развития информационного общества Российской Федерации, приводятся отдельные виды электронного объединения фондов. Это национальная электронная библиотека, национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности, а также другие государственные информационные системы, включающие в себя объекты исторического, научного и культурного наследия народов Российской Федерации. Эту же задачу решает созданная в 2009 году президентская библиотека, которая является на сегодняшний момент крупнейшим мультимедийным новофункциональным информационным центром Российской Федерации, который интегрирует в цифровой форме историко-культурное наследие России, популяризирует его и, развивая федеральные и региональные связи, формирует единое российское электронное пространство знаний. Одно из основных направлений деятельности президентской библиотеки – это развитие общегосударственного хранилища документов, формирование и хранение электронного фонда, который способствует созданию единого пространства знаний по истории и праву. И таким его аспектом, как история, теория и практика российской государственности и русский язык как государственный язык Российской Федерации. Фонд библиотеки представляет собой интегрированное электронное собрание, основу которого составляют цифровые копии традиционных библиотечных материалов, архивных документов и музейных предметов, и ресурсы, созданные изначально в цифровой форме. Отличие от других библиотек, которые формируют свои электронные собрания, как правило, на основе оцифровки ресурсов, хранящихся в фондах непосредственно самих библиотек, президентская библиотека как раз интегрирует информационные ресурсы из различных учреждений науки и культуры, как российских, так и зарубежных. И на сегодняшний день нашими партнерами являются порядка 350 организаций. Это и учреждения сферы культуры, библиотеки, архивы, музеи, государственные учреждения органов власти и управления, научные учебные заведения, общественные организации, частное партнерство.
и с учреждениями КОМИ региона президентская библиотека сотрудничает с 2012 года. Партнерами здесь выступают Национальная библиотека Республики Коми, Центральная библиотечная система города Интым, Коми научный центр Уральского отделения РАН, Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий природопользования и Печорский государственный природный биосферный заповедник. В настоящее время фонд библиотеки составляет около 550 тысяч единиц хранения, из них более 150 тысяч представлены в открытом доступе. Среди информационных ресурсов это цифровые копии рукописных материалов, печатных изданий, книги, газеты, журналы, архивные документы, музейные предметы и все виды традиционных, так сказать, видов документов, и картографические, изобразительные материалы, оцифрованная кинохроника, видео и аудиоматериалы. И вот по совокупности получаемого контента из Республики Коми порядка 300 единиц хранения было получено нами. Это и правовые акты, и книги, периодические издания, и фотодокументы. Фонд президентской библиотеки организован по коллекционному принципу, предполагающему отбор и организацию ресурсов, систематическое собрание, коллекцию в соответствии с каким-либо признаком в целях содействия раскрытия содержания ресурсов, доступа к ним и использования в рамках существующего законодательства. Ресурсы распределены между основными базовыми коллекциями, которые раскрывают понятие «российская государственность», «государственная власть», «российский народ», «русский язык» и «территория России». Формируются специальные коллекции. В данном случае на слайде это выглядит как подборки коллекций, которые посвящаются отдельным политическим и культурным событиям, историческим датам, государственным, политическим, общественным деятелям, деятелям науки и культуры, регионам Российской Федерации. И в настоящее время представлено 230 цифровых коллекций. В рамках реализации проекта по созданию национальной электронной библиотеки президентской библиотекой были разработаны подходы к формированию интегрированных цифровых регионоориентированных коллекций, как составная часть единого российского электронного пространства знаний. Регионоориентированные коллекции создаются с целью формирования регионального информационного пространства знаний, аккумулируют информационные ресурсы о регионе территории или же ресурсы самого региона территории и отражают историю развития российской государственности, в соответствии с нашим аспектом, на региональном уровне. В качестве объекта регионоориентированных коллекций выступает территория субъекта Российской Федерации. Была разработана модель регионоориентированной коллекции, которая представляет собой набор фасетов, отражающих основные характеристики отдельного государственного территориального образования. И эти фасеты определены с целью представления пользователю возможности комплексного изучения региона, а также связи пространственными и функциональными характеристиками как внутри региона, так и за его пределами. И мы предполагаем в дальнейшем, что стрелки, исходящие не только от объекта к фасетам, но и из самих фасетов во внешнюю структуру, будут встраивать вот такие модели в другие, которые сегодня составляют и наполняют веб-пространство. Моделирование регионоориентированной коллекции осуществляется на основе объектоориентированного подхода, обеспечивающего логичность и целостность представления информации об объекте, то есть регионе, для которого формируется коллекция, и предполагает создание типовой структуры с соблюдением баланса между различными частями коллекции в соответствии с количественными и качественными аспектами. Конфигурация коллекции и ее наполнение могут меняться в зависимости от особенностей отдельного региона, что подразумевает возможность менять структуру внутри каждого фасета, то есть он еще может делиться, естественно, на более низкие подструктуры, в зависимости от информационных ресурсов, которые наполняют коллекцию, организационных структур, привлеченных к участию в формировании коллекции, и средств доступа. Формирование коллекции должно осуществляться с учетом следующих принципов и критериев. Это приоритет полноты раскрытия содержания через документы высокой научной и культурно-исторической значимости по отношению к количеству отбираемых документов, привлечение всех типов документов и всех видов источников,
включая цифровые материалы библиотечных, архивных и музейных фондов, в той или иной мере способствующих раскрытию содержания объекта коллекции, что обусловлено тенденцией интеграционного подхода к формированию электронных коллекций. И здесь стоит отметить, что основой для формирования регионалистических коллекций должна стать совокупность фондов Центральной библиотеки, музея и архива субъекта Российской Федерации, а также библиотек, музеев, архивов и других организаций, составляющих региональную инфраструктуру. Это и издательства, и СМИ, и информационные структуры органов власти и управления отдельных территорий. И вчера, когда коллеги рассказывали о своих проектах, как раз мы видели вот этот симбиоз различных организаций и учреждений, расположенных на территории субъекта, для того, чтобы привлечь их к формированию своих коллекций. Также в качестве принципа выступает необходимость развития коллекции путем включения дополнительных объектов, например, отдельных областей, районов и населенных пунктов региона по мере расширения тематика хронологических границ коллекции, то есть масштабируемость, принцип масштабируемости, динамичность структуры, поскольку первоначальная структура может изменяться в сторону увеличения количества фасетов, их дробности в зависимости от включения новых документов. Наличие разноуровневых связей, как внутри коллекции между основными дополнительными объектами, отдельными документами, так и между коллекциями в целом, для обеспечения эффективной навигации пользователей по всему массиву документов. При этом, как правило, языковые и хронологические критерии для регионоориентированных коллекций не устанавливаются. Состав коллекций разнообразен и включает разнородные информационные ресурсы. Это материалы и документы, которые являются объектами краеведческих исследований прежде всего и отражают политическое, географическое, экономическое, культурное развитие территории в целом, а также ее отдельных субъектов. Наполнением модельной структуры должны стать материалы, которые содержат сведения о рассматриваемой территории в целом, включая описание отдельных территориальных единиц, картография, топонимика, материалы о природных ресурсах, освоении территории, ее экологии, животным, растительном мире, органах государственной власти и местного самоуправления, экономической жизни в регионе, отдельных отраслях экономики, населении, социальной, профессиональной, конфессиональной структуре общества, этнографии, демографии народов, проживающих на территории региона, литература исторического характера, посвященная истории региона, или же участию ее жителей в событиях как в целом российской истории, так и в общественно значимых событиях региона, ресурсы о культуре, религии, искусстве, науке, образовании, материалы, посвященные отдельным персоналиям, известным землякам. Конечно, наполняемость фасетов определяется их спецификой и зависит от, как я уже говорила, привлеченных документов и материалов, а также источников формирования коллекции. Я подробно на этом останавливаться не буду, однако, рассматривая контент регионоориентированной коллекции в контексте темы нашей конференции, можно говорить о наполнении таких разделов, например, как культура и искусство. Должны входить материалы по изобразительному искусству, архитектуре, музыке, зрелищному искусству, художественной литературе, а также материалы о деятельности культурно-просветительных организаций, о библиотеках, архивах, музеях, театрах, в истории развития в регионе науки, просвещения, издательского дела, печати, средств массовой информации и так далее. И привлекаться должны, как я уже отмечала, не только собственные ресурсы, но и также, если у вас нет возможности включения непосредственно самих ресурсов в коллекцию, то обязательно должны быть каким-то образом, конечно, технологически это немножко сложные вопросы, организованы ссылки на современные ресурсы, которые представлены на сайтах всей инфраструктуры региона. Что касается раздела персоны, то здесь, безусловно, должны включаться любые документы,
отражающие различные аспекты жизнедеятельности конкретной персоны. Вчера мы говорили о писателях, композиторах, краеведов, историков, этнографов. Это и биографические материалы, и труды самой персоны, и документы, в том числе о лицах и группах лиц, которые непосредственно связаны с персоной, а также учреждения, географические объекты, исторические события и так далее. И важно представить пользователю широкий спектр материалов по исследованию, ну вот опять же обращаясь к теме нашей конференции, историко-литературного процесса региона, отражающих особенности его регионального проявления. И примеры вот таких проектов уже были продемонстрированы, как я говорила вчера, коллегами. И таким образом должна быть создана региональная история литературы и формироваться литературное пространство региона как составляющая историко-культурного наследия страны. В более широком смысле задача регионально-ориентированных коллекций – это создать общедоступную систему взаимоувязанных знаний и представлений о регионе на основе сбора и объединения информационных ресурсов с привлечением к участию в формировании этого пространства знаний региональной структуры, а также обеспечение доступа к ним максимально широкого круга пользователей. Важно таким образом организовать формирование краеведческих в узком смысле и все-таки в более широком смысле это регионоориентированные и регионоведческие коллекции, чтобы потом иметь возможность, как я уже вот отмечала, интегрировать их в другие информационные системы, в региональную национальную электронную библиотеку и, собственно, в национальную электронную библиотеку. И в заключение отмечу, что библиотеки сегодня рассматриваются как средство развития общества знания. Они аккумулируют новые знания, предоставляют всеобщий доступ к знаниям и информации, распространяют и популяризируют знания о культуре. И поэтому, разрабатывая регионоориентированные электронные коллекции, библиотеки, в том числе президентская библиотека, участвуют таким образом в масштабном государственном проекте по созданию регионального пространства знаний как части единого российского электронного пространства знаний. Спасибо. Потом, может быть, так, как мы договоримся? Мы вопросы сразу задаем, потому что потом, может быть, уже как-то теряется. Да, пожалуйста. Во-первых, я решала то, что языковые критерии не устанавливаются для регионов. Значит ли это то, что, например, произведения на каком языке, либо на других национальных языках могут включаться в конкурс? Безусловно. Да? Безусловно, я бы сказала, что даже они должны быть включены, потому что они именно будут подчеркивать особенность вашего региона и показывать его многоязычие составом. Второй вопрос. Вы говорили о произведениях культуры и искусства. Значит ли это то, что можно, например, какие-то картины оцифрованные? Да, безусловно. Вот в этом смысле мы берем огромный спектр изобразительных материалов, включаем в коллекцию, но это не прозвучало, начиная гравюры литографий до современных плакатов, буклетов, различные графики, картины, согласна с вами, открытки, фотографии, это как уже данность. Еще один вопрос. Вот вы говорили об организациях, которые вы сотрудничаете в Республике Коми. Там прозвучало первые три организации, с которыми нет вообще вопросов, поскольку там, скорее всего, как минимум, это точки удаленного электронного читального зала. Да? Вот если речь идет о Печорно-Лыжском заповеднике, либо о Центре обеспечения функционирования, закрепленное название, вы не можете конкретизировать, какое сотрудничество? Значит, данные организации с нами сотрудничают в рамках проекта Года экологии в России по формированию цифровой коллекции «Природная среда России». Они предоставляют нам, в частности, правовые акты, связанные с природоохраняемыми территориями на территории Республики Коми, а также книги и фотографии, в частности, вот Печора-Лыжский заповедник, фотографии своих природных объектов. И они будут включены вот в такую комплексную коллекцию. Год или два назад мы предоставляли, связывались с ними и предоставляли их фотографии для выставки, которая проходила в президентской библиотеке. Как раз именно с ЮНЕСКО это было связано. Ну вот, наверное, в том числе тот
контента и вот дополнительно еще. Это вот сотрудничество как раз этого года, в рамках этого года. У меня не вопрос, а просто пожелание, чтобы вы, может быть, своим коллегам передали. Когда идут трансляции из президентской библиотеки, не всегда случается, что заинтересованный участник может увидеть это и посмотреть в назначенное время. И от наших читателей часто поступают вопросы о том, а где бы это можно было увидеть. И потом мы, вот если идет вещание, то видео обязательно записано. Размещайте где-нибудь их, потому что найти потом следы невозможно на сайте президентской. Поручаем, чтобы связались, писали, но это так, а ведь это же тоже богатство. Главное, читатели из регионов просят об этом. Вот такое пожелание. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо за внимание. Следующий доклад «История развития структуры национальной электронной библиотеки Республики Коми». Докладчик Витошкина Наталья Ивановна, заведующая залом электронного обслуживания региональный центр президентской библиотеки Национальной библиотеки Республики Коми. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рада вас приветствовать во второй день нашей конференции. Надеюсь, что мы сегодня очень плодотворно с вами посотрудничаем. Много интересного, нового узнаем и поделимся опытом нашим. Итак, тему моего доклада уже назвали, то я хотела бы рассказать об истории развития и структуре Национальной электронной библиотеки Республики Коми, как мы ее называем. Ну, немножко истории. 31, напомню вам, конечно же, многие об этом знаете, но 31 января 2007 года вышло распоряжение номер 34 президента Российской Федерации о необходимости создания библиотеки президента Российской Федерации. И 27 мая 2009 года, в День библиотек, Общероссийский день библиотек, состоялось открытие президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Целью президентской библиотеки, одной из целей президентской библиотеки является сохранение, примножение и обеспечение доступа к электронной среде к национальному культурному наследию, связанному с теорией, историей и практикой российской государственности и русским языком как государственным языком Российской Федерации. Следующим этапом стало создание на базе областных и республиканских библиотек региональных центров президентской библиотеки, которые будут объединены информационной сетью, едиными методологическими и программными обеспечениями. Национальная библиотека Республики Коми и наш регион Республика Коми стала одним из первых субъектов Российской Федерации, которые не только поддержали этот проект по созданию регионального центра президентской библиотеки, но и придумали такую двухуровневую модель, которая включала не только уровень региональный, но еще уровень на муниципальном уровне создания центров общественного доступа. 9 декабря 2014 года было подписано соглашение о сотрудничестве между президентской библиотекой и главой Республики Коми, которое как раз нам дало полномочия по созданию электронной библиотеки региона. Здесь вот как раз в наших уставных документах это и прописано, задача регионального центра. Само создание полнотекстовой национальной электронной библиотеки Республики Коми началось с 2008 года. Выполнение фонда НЭБРК, либо сокращенно мы его называем НЭБРК. Значит, наполнение происходит по двум путям. Во-первых, это оцифровка документов, хранящихся на законных основаниях фонда библиотеки, создание собственных электронных изданий, в том числе электронных версий собственных печатных изданий библиотеки, и получение электронных документов из внешних источников. Здесь, конечно, в первую же очередь, самые главные, самые первые наши партнеры – это центры общественного доступа, которые были созданы на базе центральных библиотек муниципальных образований Республики Коми. Таких центров общественного доступа, либо ЦОДов, было всего создано 20. И они создавались в 2009-2010 годах в основном. Кроме этого, другие партнеры по наполнению НЭБРК – это Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук, это межрегиональная лаборатория информационной поддержки функционирования финно-угорских языков, это Сыктывкарский государственный университет имени Екатерины Сорокина, это Коми Республиканский институт развития образования и повышения квалификации, это Национальный архив, Национальный музей Республики Коми, Союз писателей и Союз композиторов. Это наши соседи, Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова и Вологодская областная универсальная научная библиотека.
Как вы знаете, мы раньше были частью Вологодской губернии, поэтому наши краеведы нашли то, что в фондах и Вологодской областной научной библиотеки, и Архангельской имеются издания, которые интересны нашим читателям, краеведам. Поэтому вот благодаря их подаче мы связались с Архангельском, связались с Вологдой, и состоялся такой взаимовыгодный обмен электронными изданиями. Причем Архангельск даже специально для нас оцифровали эти издания, которых не было в электронном виде. Большое им за это спасибо. Кроме того, мы сотрудничаем с редакцией газет и журналов, этим у нас занимается отдел периодики, и с авторами, заключаем авторские договоры. Фонд НБРК включает в себя электронные копии текстовых, графических, аудиовизуальных документов различного целевого назначения. Это официальные, научные, учебные, литературно-художественные и иные, кроме рекламных изданий. Критериями отбора являются соответствие тематике НБРК, легитимность документа, социальная, научная, культурная значимость и долговременная ценность информации, которая содержится в издании. Хотела бы познакомить вас немного с коллекциями разделами НБРК. Первый раздел и самый популярный – это «Зыряника». В «Зырянике» у нас получаются электронные копии редких изданий о коми-крае и первых публикаций классиков коми-литературы. Вот здесь я для интереса вам представила такой небольшой топ-3. Каждая коллекция, про которую я буду рассказывать, в каждом разделе. И вот вы видите, что данные представлены за январь-октябрь 2017 года. И в этом топ-3 вы видите, что самые популярные издания у наших пользователей были это произведение Абрамова в Зырянском краю, Журавского «Климат и урожай на Печоре». Количество просмотров тоже можете видеть. И Арсеньев – это охотничьи рассказы 1885 года, 202 просмотра. Следующая коллекция – это нотные рукописи. Коллекция содержит электронные копии нот, музыкальных произведений Михаила Герцмана, Александра Рочева, Сергея Носкова и других. И здесь можно привести пример такой, что Сергей Носков уже не проживает в Республике Коми, он живет в Лондоне, но несмотря на это, благодаря отделу литературы по искусству, мы с ними связались, вернее, они связались, и благодаря вот этому сотрудничеству его произведение тоже у нас появилось в Национальной электронной библиотеке. И оно у нас, видите, что на втором месте по просмотрам. Рочев «Концерт для тубы», 39 просмотров, Носков «Балет Fight of 100 Men» и Блинкова «Снежные мотивы». Следующая коллекция – это киномузыка. Как вы уже, наверное, слышали вчера, то, что известный венгерский кинографист Петр Клямокаш подарил Национальной библиотеке богатую коллекцию, которую собирал на протяжении длительного периода своей жизни, и передал ее в дар Национальной библиотеке. И вот эта коллекция, она оцифрована тоже, и она тоже пользуется спросом. Топ-3 входит русский и русско-пермяцкий словарь Рогова, Господу нашего Иисуса Христа, Святое Евангелие на удмуртском языке. И вот издание тоже на немецком языке «Остпермисche Sprachstudien Генеца Авида», тоже финография. Следующая коллекция – это собрание краеведческих периодических изданий. Мы ее формируем совместно с отделом основного хранения фондов и совместно с сектором периодических изданий. Здесь представлены выпуски республиканских и районных периодических изданий «Коми-край» с начала 20 века по настоящее время. То есть, если как бы старые издания мы оцифровываем, если речь идет о текущих изданиях, то сектор периодических изданий у нас связывается с редакциями газет и журналов, заключает договоры, пролонгирует эти договоры, и мы получаем уже в электронной версии периодики. Значит, здесь в топе у нас Верфронт 1936 года 108 просмотров, журнал «Арт» от 2000 года 98 просмотров и «Республика» 2016 года 90 просмотров. Писатели Республики Коми. Это коллекция, которая знакомит нас с художественными произведениями, созданными литераторами Коми в период с 30-х годов по настоящее время. И здесь вот, в принципе, ничего объяснять не нужно, но как бы у нас всегда в топе наша любимая писательница, известная не только в Республике Коми, но и в России. Также многие ее произведения были переведены на иностранные языки, на венгерский, на норвежский, на финский, на японский даже. И вот она у нас очень популярна. Вот ее произведение «Аннушкино счастье», оно вот 105 просмотров всегда у нас входит в топы. Ее произведение. У нас достаточно большой
количество ее произведений представлено в электронной библиотеке. На втором месте Спичак, Григорий Спичак, портрет мужчины с иконой и зеркалом. И Столповский Петр Михайлович, рассказы, 32 просмотра. В следующей коллекции это неопубликованные произведения. Сюда вошли текст авторов, которые в настоящее время не имеют возможности опубликовать свои произведения. И также сюда вошли авторефераты диссертации и диссертации. Здесь в топе у нас диссертация Екатерины Габова «Государственная политика и реалии развития Коми национальной школы», произведение Вадима Тарухова «Последняя ошибка», Ольги Авдеевой «Рассказы». Но здесь, видите, так статистика не очень такая большая. Мы над этим разделом сейчас очень активно работаем. Мы сотрудничаем с Союзом писателей. Они выпускают ежегодно выпуск такой, у них появляется перекличка, в которой они размещают, отбирают и размещают произведения современных молодых авторов. И вот это для нас прямо такой кладезь информации для того, с кем можно заключить договоры с молодыми авторами. То есть здесь уже был проведен такой первичный отбор. Мы уже знаем, что если эти авторы вошли в сборник «Перекличка», то значит это уже достойное произведение, то есть их отобрали уже члены Союза писателей. И мы уже с этими авторами связываемся напрямую и просим, чтобы заключаем договоры и просим, чтобы они передавали издание в Национальную электронную библиотеку. Поэтому вот как бы над этим разделом мы сейчас очень активно работаем, будем его пополнять. В настоящее время там еще не все вышло, но вот как бы, в том числе Вадим Тарухов, молодой автор, и Ольга Авдеева, журналист, очень молодой автор. Еще один раздел – это «Сказка на ночь в каждом доме». Коллекция появилась в рамках Года литературы Российской Федерации, Года патриотизма в Республике Коми при поддержке Союза писателей Республики Коми. Художественные произведения на коми-русском языке, озвученными сотрудниками библиотеки и самими авторами. Эта коллекция у нас, в принципе, формировалась первоначально не для Национальной электронной библиотеки, она формировалась в рамках как отдельный проект, но потом мы подумали, почему бы эти издания не включить в Национальную электронную библиотеку. Это было бы как бы и удобно было бы искать, поскольку у нас все прописано через АПАП, можно легко находить это все. И выделили мы это все совсем недавно в отдельную коллекцию, поэтому здесь тоже цифры не очень большие. И вот здесь вы можете увидеть, что слушает как сказки на коми-языке, например, Фома Гайдума, Белка проучила коми-народная сказка, и вот наша любимая Елена Габова, опять же здесь у нас в топе, да, «Домик с косичкой» Елена Габова тоже сюда попалась. Раздел «Переводы». Раздел у нас совсем новый. Он появился в рамках реализации проекта по созданию интерактивной игры, по которой я вчера говорила на пленарке «Тедма Флэдди». В рамках проекта было оцифровано 34 произведения русской и зарубежной детской художественной литературы, переведенные на коми-язык преимущественно в середине 20 века. Это сказки Былина, труды Герцена и Гоголя, Короленко и Лермонтова, Некрасова и Чехова и зарубежных писателей. Ну вот в топе у нас очень много просмотров. Кстати, несмотря на то, что этот раздел у нас не так давно появился, но просмотров очень много. Например, русский богатырь Былина о русских богатырях 161 просмотр. Аленький цветочек Аксакова на коми-языке 106 просмотров. Бременские музыканты Якова Грима 76 просмотров. И еще один, ну это самый большой, наверное, раздел Национальной электронной библиотеки, это фондодержатели Республики Коми и за ее пределами. То есть Национальная электронная библиотека формируется за счет поступления из других фондов, из фондов других библиотек. И здесь у нас, значит, в топе 3 у нас вошло произведение, которое нам передала любезно Архангельская областная научная библиотека. Это произведение Витриха «Охота и промысел в лесах нашего севера», 170 просмотров. На втором месте Коми СССР «Краткий политико-экономический очерк» 1938 года, это издание, которое мы получили от Национального архива Республики Коми. И вот Устилимская ЦБС у нас попала в топ, тоже статья Дроновой Татьяны Ивановны «Староверие в Коми. Традиционный комплекс Устилимской женской одежды». Какие мы видим перспективы нашего развития? Это, во-первых, корпоративное межведомственное и межрегиональное сотрудничество с фондодержателями по объединению полнотекстовых электронных информационных ресурсов Республики Коми. Во-вторых, это интеграция информационных ресурсов НЭПРК в общероссийское и мировое информационное пространство. У нас были такие опыты, когда мы передавали либо ссылки на полные тексты, либо сами полные тексты в Национальную библиотеку Финляндии в частности. И совершенствование поискового аппарата. Это все, в основном все, что я хотела сказать. Готова ответить на ваши вопросы.
такой вопрос, как вы взаимодействовали с Вологодской и Архангельской библиотекой? Почему? Потому что у нас возникает подобная ситуация. Нам обратилась Тверская универсальная научная библиотека, они тоже заводят свою электронную библиотеку, коллекцию, а поскольку там Тверь – это место компактного проживания карелов, когда-то они туда перебрались, они находят у нас на наших сайтах, на наших интернет-проектах какие-то электронные издания и хотели бы их поместить в свою библиотеку. Я говорю, ссылки на них, пожалуйста, вот без всяких разговоров, без всего. Ссылайтесь и все. Но иногда, в начале, по крайней мере, стоял вопрос, чтобы мы передали им это издание. Мы частенько занимались этим, но как? Мы передавали в электронном виде текст этого издания и библиографическую запись на это издание. Вот. Как у вас вот это взаимодействие было? И вот мы с Тверью никак не могли согласовать, а как же нам узаконить такие вот наши взаимоотношения? У нас здесь опыт такой, во-первых, с ЦОДами, как раз муниципальными библиотеками, то, что они тоже активно участвуют в формировании национальной электронной библиотеки, и мы вот все то, что они оцифровывают в течение года и предлагают нам, оформляем сейчас договором. То есть один раз заключили договор, и потом к договору прилагается акт передачи. Ежегодно прилагается акт передачи, поэтому акт передачи они прописывают уже, что конкретно они передают, и уровень доступа они просматривают тоже. В том числе, если они заключают договор, например, с каким-то автором, они прописывают свои интересы, прописывают наши интересы. И что у вас это сразу, да, чтобы мы у себя тоже могли это размещать в национальной электронной библиотеке. То есть это все может сопровождаться договорами. И также, когда мы обратились в Вологодскую областную научную библиотеку и в Архангельскую, никаких препятствий не было, очень любезно сразу нам ответили, да, конечно, мы это сделаем, мы запланируем, даже вот, как я сказала, Архангельск сказали, мы даже запланируем оцифровку и вам передадим. И мы обменивались, так как мы обменивались изданиями, которые являются редкими, то есть уже являются общественным достоянием, нам не было необходимости связываться с авторами, с правообладателями и так далее. То есть мы просто чтобы передавали, как это общественное достояние, мы имеем на это право. Передавать их тоже. А вот еще интересно. У нас есть портал Финно-Угорской библиотеки России, и там в том числе есть примеры оцифрованных изданий на разных языках, на угорских, да, и в том числе и на коми-языке. Можем ли мы как-то потом с вами индивидуально поговориться, чтобы ссылки на ваши издания на коми-языках там появились, или что-то вот... Но это надо уже индивидуально говорить. Статистика, потому что чем больше точек доступа к вашему ресурсу, тем больше аудитория с ним знакомится, и даже можно это считать. Да? То есть мы с вами еще как-то... Последний вопрос. Национальная электронная библиотека Коми, у нее есть общий уровень, чтобы войти в нее, да? Вот вы про структуру говорили. На сайте Национальной библиотеки я увижу ссылку. На сайте Национальной библиотеки. Да. Я увижу ссылку .net. Так, попали на сайт Национальной библиотеки. Здесь очень быстро можно попасть. Здесь у нас баннер. Второй. Все, мы уже находимся в Национальной электронной библиотеке. Понятно. Все. Замечательно. Спасибо. Значит, следующий доклад, статистика, умная библиотека для общества знаний. Крынышева Ольга Валерьевна, заместитель директора Национальной библиотеки. Сообщение немножко, может быть, будет перекликаться с Натальей Ивановной, может быть, что-то перелистывать то, что она уже сказала. Да, у нас библиотека для общества знаний, стратегическое видение развития региональных цифровых ресурсов. Это некие такие размышления над нашим дальнейшим развитием, в каком направлении двигаться, поскольку наступил такой некий момент, когда мы себе какие-то вопросы уже начинаем задавать.
самого начала развития региональных цифровых ресурсов нам было важно создать единое информационное пространство, включающее все библиотеки республики, то есть сформировать региональное пространство знаний. С 2002 года ведется работа по созданию, ну, можно говорить, что с 2002 года ведется работа по созданию НЭБ-РК. Тогда это еще не было непосредственно в том формате, в котором оно существует сейчас. Первым и самым значимым информационным массивом электронной библиотеки стали ресурсы корпорации ЧУКР, в том числе сводный каталог библиотек Республики Коми. Уже с 2013 года, благодаря ведомственной программе, все республиканские учреждения культуры, в том числе музеи, все муниципальные библиотеки, музеи, архивы, галереи, они работают в единой программе АПА Global, и с 2017 года к нам присоединились СОЗу, то есть такое единое информационное пространство существует, мы можем, имеем представление, любой читатель имеет представление, что где есть. Это программное обеспечение дает возможность создания актуальных библиографических ресурсов, сводный каталог библиотек Республики Коми. Да, мы здесь видим сводный краеведческий каталог, который содержит в том числе аналитические записи, отображающие фонды в режиме реального времени, и дает новые возможности по созданию единой системы обслуживания читателей, созданию распределенного фонда региона с закреплением за библиотекой приоритетом комплектования. И вот в 2008 году по распоряжению правительства уже у нас было непосредственно передано Национальной библиотеке полномочия по созданию полной текстовой электронной библиотеки, включающие издания по истории, развитию современности. Традиционные источники пополнения – это внутренние и внешние источники, о них Наталья Ивановна говорила, поэтому останавливаться подробно не буду. У нас получается взаимодействие с нашими партнерами идет в 4 направлениях. Первое – это передача либо обмен цифровыми версиями изданий. Второе – это обязательно единые подходы к оцифровке, технические и технологически регламентированные в соответствии с требованиями президентской библиотеки, да? Единые критерии отбора, определенные сроки и тому подобное. Далее, третий блок взаимодействия – это обучение и консультирование специалистов. Четвертый блок – это системная деятельность рабочей группы по формированию НЭП. Вот, например, что касается Коми научного центра, да, здесь идет оцифровка не только каких-то изданий, имеющихся в фондах библиотеки Коми научного центра, но в том числе представлены и служебные документы сотрудникам. В соответствии с законодательством, часть изданий, неограниченных в сфере авторских и смежных прав, размещена на портале в открытом доступе, то, что говорила Наталья Ивановна. На закрытой части фонда читатели могут получить доступ либо в помещении на ВРК, либо, если есть такие в договорах такой пункт, то на площадках учреждений партнеров. 23, да? Или больше? 23 учреждений партнеров. На основе НЭП у нас формируется несколько проектов. Это прежде всего наш первый такой серьезный опыт, это был диск Зыряника. Вот уже то, что вчера представляли проект Эдмавлыги. И был у нас такой проект, мы были участниками Финно-Угрики. Это, наверное, все-таки достаточно такие традиционные традиционно для многих библиотек, и наверняка содержание характерно для очень многих из наших коллег. И вроде как и у партнеров все достаточно хорошо устраивало, условия взаимодействия, информация о самих предоставленных электронных ресурсах, да, вот то, что мы в свое время, как в мае месяце, порадовались, что вот наш проект хорошо работает, проект, в котором мы участвуем, да. Но вот именно как раз разговор с руководителем Финно-Угрики, Юстике Покаранином, как раз по вопросам дальнейшего сотрудничества, в том числе по этому проекту, позволил нам переосмыслить нашу текущую деятельность по формированию НЭП и задуматься, что же в итоге у нас получилось. Вроде нужно радоваться, что у нас так наш ресурс востребован, что столько загрузок происходит, но выяснилось, что
что мы могли бы быть полезным партнером не на 20%, а на 200%. Выяснилось, что существует проблема раскрытия имеющихся ресурсов, которые мы продвигаем нашим пользователям в формате PDF. Это достаточно для, может быть, читателей муниципальных библиотек, школьников, может быть, даже для студентов, но то ли это то, что нужно узким специалистам по каким-либо отраслям. Так получилось, что в конце прошлого года и в начале этого года у нас прошел ряд мероприятий, ряд встреч случилось, которые подали нам некий такой своеобразный сигнал и позволили осознать, что нужно сделать некую такую паузу для осмысления и обсудить два таких очень важных вопроса. А что же мы все-таки сделали, что же мы все-таки получили и для кого это сделано. Осмысление дальнейшего развития у нас происходило в том числе и в ходе подготовки стратегии развития нашей библиотеки до 2020 года, который мы назвали, как вчера Ольга Рудольфовна уже представляла, «Умная библиотека для общества зданий». Проведенный анализ внутренних и внешних факторов позволил нам сформулировать, зафиксировать каких-то ряд положений, которые у нас есть. Значит, стратегия развития качества деятельности услуг Национальной библиотеки Республики Коми до 2020 года, которую мы назвали «Умная библиотека для общества знаний». Общество знаний 21 века – это улучшение качества жизни за счет интеллектуального потенциала человека на основе объективного научного знания. И уже исходя из этого мы сформулировали в нашей стратегия качественных преобразований, представляет модель Национальной библиотеки как инновационного центра знаний, где усилия коллектива направлены на реализацию эффективных методов поиска, структурирования и предоставления нового знания для развития интеллектуального и экономического потенциала региона. Поэтому составной частью нашей стратегии стала концепция модернизации информационных ресурсов Национальной библиотеки Республики Коми. И как это было зафиксировано в нашей концепции, информационно-документные ресурсы НБРК – это информационная библиотечная система, которая представляет совокупность актуальных материальных и электронных ресурсов, использование которых обеспечивается комплексным программно-технических средств и организационно-координационных мероприятий, а востребованность характеризуется высокой степенью соотношения потребительского спроса и предложения, отличающегося активным развитием сервиса. Наши подходы к дальнейшему стратегическому и технологическому развитию были дополнены в ходе как раз рабочей встречи с уже упоминавшимся Юсипеком Катараниным и в ходе семинарских занятий со специалистами Российской национальной библиотеки. У нас так очень плотненько так получилось несколько встреч с Надеждой Михайловной Балацкой, кандидатом педагогических наук, старшим научным сотрудником отдела библиографии и краеведения, и Станиславом Брониславовичем Голубцовым, кандидатом педагогических наук за сектором лингвистического обеспечения, электронных каталогов и персонализации отдела обработки каталогов. Наши размышления вылились в следующие мысли. Значит, существует перейти от статики к динамике, то есть организовать открытый доступ к электронным ресурсам и не просто к конкретному тексту, да, смыслу текста, а к открытому многократному использованию исследователями, например, лингвистами, что им, например, тот же самый формат PDF неудобен, поскольку они не могут подсчитать какое-то употребление слов или чего-то подобное. Значит, далее необходимо обеспечить удобство их использования для потребителей. Оцифрованный документ – это не только дублирование бумажного документа в целях архивирования и сохранности оригинала, но и возможность предоставить такой текст, который специалисты могут, так скажем, препарировать в разных аспектах. Также необходима мобильность данных, формат подачи электронного документа должен обеспечивать его активное многоцелевое использование. В свою очередь это приводит к смене базовой установки функционала библиотеки и ее персонала. То есть мы рассматриваем библиотеку как мост между фондами и сообществом, то есть необходимо распаковать текст, и тогда библиотека, являющаяся экспертом по способу подачи документов, уже превращает ресурсы в данные. Сырые данные, как мы с вами понимаем, не представляют ценности, и нужны именно переработанные данные. Вот то, о чем с нами говорила на семинаре как раз Надежда Михайловна Балацкая, это коллекции.
партнерство с целевыми аудиториями для определения их потребностей при принятии технологических решений. Не маркетинговые исследования, а конкретные технологические решения на конкретные запросы определенных целевых групп, то есть ученых, студентов, школьников. Далее, принципы функционирования электронной библиотеки, опять же, это по результатам очень серьезным толчком была также конференция, проходившая в марте 2017 года на базе КрафтСео по вопросам электронной письменности. Там были ряд докладов, которые также позволили, во-первых, осмыслить наши какие-то подходы и, может быть, даже наметить какие-то ориентиры. Значит, принципы функционирования электронной библиотеки в настоящее время, значит, в ЕС существует 4 принципа для работы с данными. Первое – это легко найти, то есть удобство поиска, доступность, открытый доступ, бесплатная универсальная авторизация по необходимости, обеспечение взаимодействия между документами. То есть полное библиографическое описание, включающее не только традиционное библиографическое описание, но и гиперссылки, в том числе гиперссылки внутри текста и на другие документы внутренние, многократное использование данных, детальные атрибуты, источник происхождения документа, например, что тот или иной документ у нас является составной частью библиотеки дома КШ, например, в каком году сделана та или иная фотография и тому подобное. Делается для того, чтобы ученые могли сослаться на этот документ, исходя из различных интересных или важных для них аспектов, а не только на стандартный, общепринятый как источник какой-то текст. Необходимо перейти от картинки, то есть того формата, в котором в основном сейчас у нас существует наш НЭП, к структурированным данным. Исходя из нашей стратегии развития библиотеки и имеющей клиентоориентированный характер, мы проанализировали использование наших полнотекстовых ресурсов конкретной академической группой, лингвистами. Насколько мы соответствуем их потребностям и запросам. И стало понятно, что существующие сегодня подходы, они недостаточны для данной конкретной группы. Лингвистам, как я уже сказала, не нужен PDF, им нужны другие инструменты. Какие? Прежде всего, наиболее такой формат, который мы рассматривали, это цель. То есть текст в Excel позволяет им работать с данными, получать те данные, которые им необходимы. Поэтому на основе проведенного анализа мы задали себе вопрос, что же делать дальше. Набросали некий такой план, да, прежде всего, как я уже сказала, сделать такую небольшую паузу для осмысления, определить целевые группы потребителей НЭБа и их потребности через общение с ними, то есть что им надо, в каком виде им удобно работать, проанализировать формат предоставления данных в НЭБ, для каких документов PDF-формат достаточен, а для какие документы необходима распаковка содержания, в каком объеме. Например, в формате указатель привязка через гипертекст на полные тексты. Например, активное оглавление, разбивка на разделы. Например, ключевые слова, гиперссылки, фильтрующие все документы НЭП по этой тематике. Например, аннотирование для лучшего раскрытия. Для каких документов нужны еще какие-либо форматы. Да? И далее уже после такого серьезного подхода, серьезного осмысления уже писать план перспективного развития, план стратегического развития такого ресурса, как НЭП, уже исходя из потребностей целевой аудитории по отработанным методам. Мы считаем, что дальше в перспективе эти решения позволят расширить перспективу международного сотрудничества национальной библиотеки, обеспечить использование данных НЭП для исследований мировым и научным сообществом, определить роль и место национальной библиотеки в местном научном сообществе как научной и знаниевой библиотеки. Естественно, что это, наверное, все-таки такой первый шаг, который, вот этот процесс осмысления, он проходит, да,
И он происходит все-таки достаточно сложно, поскольку все мы понимаем, что когда ты работаешь в какой-то традиционной технологии, ты ее отработал от и до, и менять технологию это всегда немножко страшно. Да? Где найти партнеров, которые готовы тебе помочь в этом? Где найти партнеров, с которыми было бы возможно проговорить эту тему. Да? Вот именно поэтому в том числе и это сообщение вынесено на эту секцию, поскольку мы очень надеемся, что вот, может быть, получится разговор, будут какие-то вот предложения, взгляды на такой подход, да, может быть, критические, может быть, уточняющие. И для того, чтобы мы вот даже сами для себя приняли какие-то определенные решения, решились, может быть, на какие-то определенные шаги для себя, в изменении, может быть, в том числе технологий, может быть, для планирования в той или иной нашей деятельности. Поэтому приглашаем коллег к дискуссии. Библиотека сама невозможно выстроить стратегию только из своего понимания. Да? То есть библиотека сама по себе, у библиотеки есть какие-то традиционные технологии наработанные. То есть мы, например, привыкли продвигать чтение, мы умеем продвигать чтение, мы привыкли создавать каталоги, мы умеем создавать каталоги, а вот именно мы умеем формировать фонды, да? Но работать, может быть, с целевой аудиторией в каких-то новых форматах, вот для нас это, по крайней мере, вот для нас, это тоже такой новый шаг, достаточно сложный шаг, требующий очень, наверное, может быть, я не знаю, большой смелости и, я не знаю, ну, большой смелости, как я скажу. О, вопросов очень много. Текст в Excel совершенно непонятная фигня. Простите за выражение, да? Текст в Excel. Ведь сегодня же существует масса инструментов, которые позволяют даже формат PDF интерпретировать иначе, перевести в другой формат, конвертировать, там, на картинке разложить, на просто текстовые вещи разложить. Любой текстовый редактор позволит статистику собрать, еще чего-то там сделать. Но текст в Excel для меня непонятно. Я понимаю, что судьба PDF, которую я отслеживала на протяжении многих лет, она меня всегда очень умиляла. Когда еще в 2013 году НЭП не был великим НЭПом, а мы передавали туда информацию, требования были такие. В формате PDF с подложкой, а я говорила, смысла в подложке нету, потому что мы передаем вам книги с ерами, ятями и всем прочим. Если я начинаю там что-то искать, вот географическое название, Повенец, Е употребляется дважды. В старой орфографии в одном месте писалось Е, традиционное, в другом Е. Сегодня никто, большинство абсолютно не знает, как в старой орфографии писался Повенец, где там должно стоять «р», и если они напишут «повенец», они никогда не найдут, хоть 100 раз оно там употребляется. На что мне было отвечено тогда? Вам никаких задач по распознанию еров не ставилось, значит, сделайте помощник, и все. Хотя мы для себя там все равно проникали туда в EB-продукты при распознании. И заменяли при поиске вот это. Вы все тексты редактировали? Мы не тексты редактировали. Ну вот эту подложку. Мы подложку не редактировали. Мы в строку поиска... Да, вот. Когда распознавание было, еров там не оставалось. Мы его настраивали подложку для современного ищущего человека. Вот. И я понимаю, что просто искать в рамках одной там статьи или одного издания, одной электронной копии, это, конечно, тоже недостаточно. Да? Ну, я понять не могу, вот никак, как в Excel можно анализировать текст. Excel это заранее, таблица, это инструмент для
составления таблиц, но не для анализа текста. Ну, мы благодарим. Давайте, такой эмоциональный, дискуссионный вопрос. Да, вот это очень интересно. Я думаю, Ольга Валерьевна, вы поделитесь с нами всегда вот этими вашими изысканиями и результатами той паузы, вы сейчас испытываете затруднения. Спасибо большое. Пожалуйста, Светлана, извините, пожалуйста, Наталья Леонидовна Сабрасова, представьте нам статистику анализа использования национальной природной библиотеки в Японии. Я сейчас дополню, наверное, предыдущих своих коллег, да. Здесь у меня будет более приземленный доклад, не такой, как у Ольги Валерьевны. Там были очень высокие сферы, новые форматы. Может быть, сложилось такое впечатление, что мы уже там начали их делать. Конечно же нет, все пока что в процессе вообще осмысления такой полученной информации. Мы ее извне получили и пока что пытаемся сами переварить, насколько это нужно действительно, да, насколько это, ну, как бы, может, да, насколько это затратно, опять же, ну и вообще, насколько это, станет ли это нашим каким-то направлением нашей работы, переход к новым форматам, либо мы вот какой-то оптимальный другой вариант будем искать. Вот. То есть как таковых изысканий-то пока что нет, к сожалению. Мы пока что пытаемся это все осознать. Значит, мой доклад посвящен анализу статистики посещения сайта НЭП, который Наталья Ивановна вам открыла, да, на экране показала. Значит, и здесь я буду говорить не столько о результатах работы, потому что работа еще очень маленькая проделана, сколько, опять же, о неких перспективах. Буду говорить о том, что мы стоим на каком-то старте, еще пока что, все время стоим на старте, да, и куда мы можем двигаться дальше, исходя из посещаемости. Поскольку, значит, мы все республика, как было уже сказано, делаем полнотекстовую библиотеку, мы все молодцы, но мы должны ее каким-то образом продвигать. Ну, поскольку сейчас библиотеки встроенными широкими рядами читателей не идет, библиотекари вынуждены осваивать некие инструменты продвижения своих продуктов, своих услуг. И это в полной мере относится и к веб-ресурсам в том числе. Нам приходится осваивать эти инструменты, и мы, собственно, только-только начали этим заниматься, вообще понимать, что такое веб-аналитика и как это вообще можно использовать, какие выводы делать из цифр посещаемости сайта, когда мы видим цифру посещаемости, это много или мало, и что нам вообще, как с этим поступать. Что такое оптимизация? Значит, в этом году мы сделали фокус-группу, у нас была создана фокус-группа оптимизации веб-ресурсов, на которой мы обсуждали, каким образом можно изменить наши сайты, что туда внести дополнительно, что там поменять, для того, чтобы они более активно посещались пользователями, для того, чтобы они работали на привлечение пользователей и читателей в библиотеку, и привлечение пользователей, собственно, веб-ресурсов, и превращение этих пользователей в реальных читателей библиотеки тоже, в том числе. Значит, сайт НЭП был введен в эксплуатацию в 2016 году, в марте месяце, то есть он существует всего лишь 1,5 года. И все эти 1,5 года он довольно-таки активно изменялся. Он наполнялся материалами, вносились изменения в функционал. Еще буквально полгода назад сайт выглядел как поисковая строка, и, в общем-то, все. Да, сейчас туда много добавилось, добавились иконки коллекции, расширились возможности поиска. То есть очень большая работа за последние полгода была проделана по изменению функционала этого сайта. Значит, ну вот такая диаграммка, она, собственно, малоговорящая, но с помощью этих столбиков я бы хотела показать, что некая динамика роста посещаемости все-таки прослеживается. В 2016-2017 году. Значит, по этой диаграмме видно, что мы имеем традиционные сезонные пики и спады, то есть пики у нас приходятся на осень и весну, и спады, соответственно, на лето и начало года, это январь месяц, когда все люди отдыхают, и каникулы у них, и, в общем-то, мало учатся. То есть здесь мы видим корреляцию с учебным процессом и рабочим временем. Значит, по сравнению с 2016 годом, если помесячно сравнивать, да, то в 2017 году рост посещаемости наблюдается примерно на 40%. 40% красивая цифра, но если смотреть цифры абсолютные, да, они довольно-таки скромные, да. Они довольно-таки скромные, честно признаюсь. Ну вот. Значит, вопрос, что делать, чтобы они стали более впечатляющими, чтобы результатами нашей работы люди
все-таки пользовались, а не просто они находились где-то там в интернете и радовали нас самих. Значит, вот такая вот статистика за 2017 год на текущий момент, да, за 10 месяцев, прошедшие в 2017 году. За это время на сайт зашли чуть меньше 6 тысяч пользователей, причем мы отмечаем, как зарегистрировано, значит, я скажу, это результаты статистики нашего собственного счетчика, собственноручно написанного, и счетчика Яндекс.Метрика. Вот откуда взяты цифры. На сайт зашли как зарегистрированные пользователи 2569 человек, то есть 3500. Смотрите, обратите внимание на эти первые две цифры. Довольно большое количество людей, которые на сайте не зарегистрировались и регистрацию не попросили. Регистрация что собой представляет? Это наши читатели, мы ее записываем, выдаем читательский билет. Значит, есть, если эти две цифры между собой сравнить, чуть меньше половины людей, которые регистрироваться не захотели. О чем это нам говорит? Это говорит, во-первых, о том, что люди увидели нужные им книги в полностью открытом доступе, открыли, посмотрели и ушли. Да? Это одно направление, да, один сценарий развития событий. Другой сценарий развития событий – это когда человек зашел, увидел, что он книгу без регистрации почитать не может и регистрироваться не стал, просто ушел с сайта. То есть источник его не настолько сильно заинтересовал, чтобы проходить процедуру регистрации. Я просматривала такой инструмент, как WebVisor, и могу сказать, что такие люди есть. Действительно, WebVisor нам показывает. Человек заходит, читает сообщение, что «Ой, зарегистрируйтесь», и уходит с сайта. И сразу же покидает. И сразу же уходит с этого сайта. Значит, из этого я могу сделать такой вывод, что, и опять же такой момент, что зарегистрированные пользователи – это наши читатели. И здесь, конечно же, возникает соблазн как можно больше вести регистрацию. Мы же запишем читателей, да? Вот посмотрите, 3569 человек. Это не так уж и мало вообще-то для пополнения рядов наших читателей. И, конечно же, хочется зарегистрировать их. Но в то же время мы отпугиваем тех, кто регистрироваться по каким-то причинам не желает. Отсюда я делаю такой вывод, что издания должны быть максимально открыты. Все, что можно выставить в открытый доступ, должно быть открыто без регистрации. Понятно, что регистрацию нас заставляют делать авторские права. По авторским правам у нас есть некие ограничения. Значит, на сайте НЭП у нас есть 3 вида доступа. Один вид доступа – это полностью открытые издания всем из интернета. Второй вид – это издание открыто зарегистрированным пользователем. И третий вид – зарегистрированный пользователь только из помещения библиотеки. То есть со своего домашнего компьютера человек, даже зарегистрировавшись, издание прочитать не может. Это обусловлено авторскими правами. Так вот, хотелось бы сказать, что никакие другие причины не должны заставлять нас регистрировать читателей. Далее, просмотров изданий. Значит, цифра первая 35 тысяч это всего, и 20 тысяч это зарегистрированные. Люди просмотрели. Таким образом, получается, что один пользователь примерно 6,5-6-7 изданий в среднем, это такая средняя по больнице температура, да, в среднем 6-7 изданий просматривает. И проводит на сайте около 6 минут. Это хороший показатель. Это значит, они читают. Да, то есть они просто... Они просто пришли, заглянули, потом ходили несколько раз и смыли. Нет, люди читают. Это очень хороший показатель. Да, и здесь у меня не выведен показатель отказов, так называемых, то есть это когда статистика считает тех, кто зашел, сразу ушел, да, он у нас где-то от 15 до 20% где-то колеблется, тоже, в общем-то, неплохо. Так, далее, вот я говорила, что часть читателей может заходить из помещений библиотеки, библиотек партнеров. То есть не только наша библиотека, но целый ряд, следующий слайд у меня будет показан, да? Часть читателей заходит через интернет, удаленно. Вот посмотрите, в апреле и мае был большой скачок тех, кто заходит просто из интернета, не из библиотеки. Библиотек партнеров мы определяем по IP-адресу достаточно. Значит, это я могу связать с работой наших коллег из зала электронного обслуживания. У нас прошел проект весной этого года, и он сейчас продолжается, но не так интенсивно, да? Как назывался? Библия Экспресс, знания с доставкой на дом. То есть наши коллеги, мы выезжали в населенные пункты и очень активно предлагали
нашим коллегам-библиотекарям из муниципальных библиотек и читателям, в том числе детям, школьникам, использовать НЭП. Я думаю, что эта работа дала свои результаты, то есть у нас люди стали заходить удаленно через интернет, не только библиотека. Но при этом сами библиотеки-партнеры не так уж активно используют этот ресурс. Вот, значит, этот слайд. Если сравнивать, то внутренние заходы 90% Национальная библиотека Республики Коми. А библиотек-партнеров вот у нас такое вот количество. Я не знаю, не считала, сколько их, но довольно-таки много, как вы видите. И вот из всего этого списка 90% заходов из нашей библиотеки. То есть остальные библиотеки либо не предлагают, либо им не нужно, либо они сами не хотят. То есть есть какая-то причина, по которой читатели и сотрудники других библиотек этот ресурс не используют. При этом они его активно создают. Я буквально вчера зашла в нашу базу и посмотрела 825 изданий. Это в коллекции другие фондодержатели. То есть это наши библиотеки-партнеры этот ресурс создают, но почему-то Не пиарят и сами не читают. да, вот как-то так, да, в основном наши библиотеки. Стоит об этом задуматься, возможно, какую-то надо провести дополнительную работу для раскрутки этого ресурса среди своей же профессиональной среды. Далее, еще одна проблема, которую нам показывает статистика. Это источники переходов. Значит, зеленый сектор – это заход по прямым ссылкам, то есть тот, кто пишет net.nbrcomi.ru, да, и заходит. Очень большой процент, 34% по прямой ссылке. Далее, большой процент, желтый сектор, это 31,6%, это переходы по ссылкам на сайтах. Сейчас у нас 19 сайтов, которые имеют ссылки на ресурс НЭП. Но это тоже в основном наши какие-то коллеги, да, это наш сайт. И еще вот эта цифра, могу похвастаться, да, почему она еще такая большая стала. Мы в этом году, как сказала Ольга Валерьевна, переосмысливаем, да, наши ресурсы, и мы стали делать ссылки на НЭП с других наших же ресурсиков, с культурной карты, с литературных прогулок, с большого нашего сайта, официального портала Национальной библиотеки. И вот я думаю, такой результат мы достигаем, то есть оттуда пошли заходы из сети ВКонтакте. Тоже есть ссылки на НЭП. Печальная, удручающая цифра вот в этом круге, это голубой сектор вверху, 8,96%, это заходы из поисковых систем, всего лишь. То есть Яндекс и Google на нас не работают, к сожалению. Я могу сказать, что сайт совершенно новый, он еще Но вы знаете, вообще первые 2-3 года все равно идет только накопление вот этой информации, а потом уже встает проблема, чтобы удержаться на том уровне, который ты достиг. Вот процесс И индексирования... нужно поля все равно заполнять. Вот для поисковиков нужно ключевые слова и описание вот как можно больше ставить. Хотя сегодня они на это обращают гораздо меньше внимания, но в какой-то части это сработает. То есть нам нужно провести некую работу по оптимизации. И тут лично у меня, например, есть вопрос, на который я пока что не знаю ответа, потому что как оптимизировать сайт, содержащий статьи, фотографии и так далее, это понятно. Про это очень много написано, это, в общем-то, как-то мы это делаем, да. Мы вот на культурной карте сейчас эту работу проводим. А что делать с сайтом НЭП? Это база данных. То есть там нет статей как таковых, там нет текстов, которые мы могли бы там обработать специальным образом. Это поисковая система, которая выдает там информацию о наличии тех или иных книг, да, она работает с APA Global, да, сопряжается. То есть тут надо вот этот вопрос изучить. Я посмотрела вот инструментом таким, как Яндекс.Вордстат, да, вот слова поисковые, которые могли бы нам потенциально привести людей, да, вот запросы в месяц. Я взяла, пусть не обижаются коллеги из муниципальных библиотек, да, я просто наобум взяла 3 пункта населенных, для примера, не потому что они там какие-то особенные, да, вот, то есть цель моя, посмотрите, сколько запросов на эти слова, на название наших населенных пунктов. И
И у нас в НЭБе есть источники, которые посвящены этим населенным пунктам, людям, которые там живут, экономике и так далее. Но по этим запросам НЭБ у нас не находится. Если я в Яндексе или в Гугле задаю инта или Воркута, или там экономика инты, там что-то такое, там ГУЛАГ инта, то мне выходит все что угодно. НЭБ находится где-то там, в лучшем случае, на какой-нибудь 5-10 странице поиска, до которой обычно люди никогда не добираются. То есть нам нужно вот продумать этот аспект, как нам вот этот вот инструмент можно было бы использовать в дальнейшем для того, чтобы повысить посещаемость нашего сайта. Ну вот еще такой, немножко такой, может быть, интересный момент, да, по Яндекс.Метрике, кто чаще всего к нам заходит. Портрет посетителя. Это женщина, возраста специалист от 25 до 44 лет. Кстати, для остальных наших сайтов это не свойственно, там обычно молодежь, либо пенсионеры. Как раз вот на возрасте специалист идет провал, а вот на НЭП у нас заходят специалисты. Время визита с 9 до 5, пиковое, и заходят 1-2 раза в неделю. Угадайте, кто это? Библиотекарь. Отсюда вопрос. Давайте мы Библиоэкспресс продолжим, будем звать школьников, специалистов и так далее, значит, на наш сайт. Есть еще заходы с 17 до 23, и у них отказы тоже очень маленькие. То есть это тоже какие-то люди заинтересованные. То есть не только библиотекари ходят, но их очень немного. Ну и для того, чтобы как-то резюмировать все вышесказанное, пути развития, которые я могу увидеть и предложить своим коллегам, да, то есть сделать наш ресурс максимально открытым, то есть не ограничивать его дополнительными авторизациями и ограничениями, привлекать незарегистрированных пользователей какими-то способами, во-первых, наполнения таким контентом, который их обязательно заинтересует, и регистрация их не остановит, либо проводить какие-то маркетинговые действия. Тут спектр довольно-таки широкий, от акций, которые можно объявлять в соцсетях, до там, отслеживания действий на сайте и так далее, не буду сейчас это перечислять. Продвижение в профессиональной среде, профессиональное обучение, то, что я говорила, чтобы у нас наши партнеры не только создавали цифровые издания, но и сами их пользователи и предлагали своим читателям как вариант, значит, удовлетворения их информационных потребностей. Привлечение библиотек к сотрудничеству, но это делается, я так понимаю. Оптимизация для поисковых систем, то есть изучить, каким образом можно этот сайт оптимизировать, чтобы Яндекс и Google его находили не только по каким-то конкретным запросам. Ну вот он легко находится, если я, допустим, ввожу название книги точно, вот как оно есть в НЭБе, в кавычках пишу в Яндексе, тогда да, у нас НЭБ НБРКоме находится на первой строчке. Если я пишу что-то другое, то он где-то очень далеко. Расширение аудитории пользователей. Все, спасибо. У меня вопрос такой. У вас два счетчика, Яндекс.Метрика и свой счетчик. Сильно различаются показания? Они разные вещи считают. То есть вот зарегистрированы те, которые под регистрацией зашли. А вы считаете только зарегистрированные? Я и тех смотрю. Да. Яндекс.Метрика мне показывает всех общую цифру, а зарегистрированных нам свой счетчик показывает. Потом свой счетчик нам показывает, какие именно издания скачали. Ну, Яндекс тоже показывает, но это не очень удобно. Своим нам удобно. Дело в том, что моя администрация очень сильно с ножом в горло требовала создать счетчик свой для всех интернет-ресурсов, а я всеми силами этому сопротивлялась, потому что я убеждена в том, что наиболее, ну как сказать, объективно может показать независимый, да, счетчик. Хотя мы навесили туда и Mail.ru, и Google Аналитик, и 124, и Яндекс.Метрику. Показания различаются, у них у всех свои алгоритмы. Но мы решили остановиться на Яндекс.Метрике, потому что ей не угрожает антиамериканизм, который у нас в культуре процветает, значит, и не будут нас за это ругать. А во-вторых, там все сегодняшние современные показатели посещаемости имеются. Да. Та же самая история, у нас тоже и Google Analytics, и Mail, или интернет, в общем. Это не зря, потому что это вот в рамках тех поисковиков все-таки продвижение вашего ресурса. Да. Это у нас тоже есть, но мы тоже остановились на Яндекс.Метрике. На мой взгляд, он более удобный и как-то так. И еще я считаю, вот что свой счетчик всегда возникнет желание его подкрутить.
Когда будете отчитываться по госзаданию, и вам скажут, ах, у нас не хватает столько-то Яндекс.Метрики сдают Поэтому лучше независимый совершенно сервис, который создан. По содержанию всех ресурсов СНЭП, сколько защищенных авторов? Талибану, наверное, на этот вопрос лучше ответить. И насколько этот процент коррелируется с тем, что у вас выставлено в открытом доступе? Он совпадает или больше степени закрытия ресурсов? То, что защищено авторским правом, оно у нас не в открытом доступе, если нет договора. Если договор автор разрешает, то оно в открытом доступе. В процентном соотношении сложно сказать, наверное. Ну, у нас в закрытом доступе большое количество вот именно текущей периодической печати. Потому что ее нельзя выкладывать, а вот именно вот как раз только спустя несколько месяцев, да? Спустя несколько месяцев вы выкладываете периодику или вообще не выкладываете современную? Современная периодика есть, но она у нас не в открытом доступе, она у нас только через систему ВЧС. У некоторых существует. Ну, у нас, например, все эти издатели сами свои периодики идут и выставляют сами. Ну, пусть Спасибо. Пожалуйста, Екатерина Валерьевна Попова. Ставит нам Национальную библиотеку Республики Коми как клевеческий суд для образовательных организаций. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Попова Екатерина Валерьевна. Я работаю методистом лаборатории развития этнокультурного образования Коми Республиканского института развития образования. И мой сегодняшний доклад будет посвящен нашей национальной электронной библиотеке Республики Коми как краеведческому ресурсу для образовательных организаций. Формирование полноценной человеческой личности невозможно без усвоения опыта предшествующих поколений. Передача этого опыта способствует воспроизводству общественных отношений и формированию самосознания человека как гражданина своей страны. Одним из ключевых каналов, способствующих накоплению и трансляции этого опыта, является историческое сознание. Толчком формирования исторического сознания является изучение истории родного края. Именно через освоение и погружение в локальную историю, в историю родного села, родной земли, своей малой родины, происходит освоение мирового и национального исторического опыта, что, несомненно, способствует нравственному развитию личности, сохранению общечеловеческих ценностей, помогает развитию самостоятельного творческого мышления, мотивов и умений действовать во благо всего общества. Библиотеки являются хранителями этих многочисленных традиций и по праву выступают в качестве одного из важнейших элементов системы духовного воспитания, накапливая и передавая письменную традицию об историческом опыте формирования общественных отношений и культуры различных народов. За долгий период человеческой истории социальные функции библиотеки перетерпели существенные изменения. Со времени своего возникновения до сегодняшних дней библиотека эволюционировала от хранилища знаний для многих неизбранных до самого популярного и универсального источника информации. На сегодняшний день важнейшей функцией библиотеки стало обеспечение непрерывного, я бы сказала, круглосуточного доступа к социально значимой информации, как научного, образовательного и культурного характера. Развитие информационных технологий и средств передачи данных привели к качественным изменениям, как мы уже знаем. К созданию электронных библиотек приступили во всем мире, и Национальная библиотека Республики Коми не стала исключением.
Уже ранее, в ранних докладах моими коллегами, да, нашими коллегами было сказано о формировании национальной электронной библиотеки Республики Коми. Как оно зарождалось, как все начиналось. Надо отметить, что для организации работы по формированию национальной электронной библиотеки Республики Коми была создана концепция, что привела к качественной работе, качественному формированию электронной библиотеки Республики Коми. Как ранее опять же отмечалось, и мы видим на экране, что создан и разработан целый сайт, в принципе, который очень доступный и простой. Да, есть, может, некоторые проблемы в поиске, да, именно в глобальной сети интернет, но, в принципе, все очень доступно, все очень просто, и выходы, когда человек хочет, когда, далее будем говорить, когда учитель направит, в принципе, все можно найти, да, через основной сайт. Все эти иконки, да, как еще это называют, небольшие баннеры, все это имеется, что делает данный сайт общедоступным. Опять же скажу, что были уже ранее представлены, да, основные такие коллекции, как это правильно назвать, которые вы уже знаете, и чем вот наполнен, да, эта электронная библиотека, чем же наполнена, такими тематическими группами все это разделено, что упрощает поиск. Это зыряника, нотные рукописи, финно-угрика, собрание краеведческих периодических изданий, писатели Республики Коми, неопубликованные произведения и сказка «На ночь в каждом доме» и переводы. Не буду уже подробно на них останавливаться. В настоящее время использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе стало очень распространенным. С целью эффективности образовательного процесса активно используются как мультимедийные презентации, так и ресурсы интернет. Использование ресурсов Национальной электронной библиотеки способствует воспитанию информационной культуры обучающихся. Педагог должен подсказать, показать, где нужно найти достоверную информацию, как с ней работать, каким образом применять. Необходимо помочь детям ориентироваться в мире интернета, да, и указать ресурсы с достоверной информацией о прошлом своего села, города, района и республики в целом. Компетентное использование преподавателем сети интернет увеличивает педагогическое воздействие на формирование творческого потенциала школьника, стремление ребенка познавать и открывать что-то новое. Лаборатория развития этнокультурного образования Коми Республиканского института развития образования разработан для образовательных организаций Республики Коми курс по краеведению «Край, в котором я живу». Авторский коллектив в составе Евгения Викторовича Полякова и Эльвиры Михайловны Деминой подготовили программу учебного курса. Также для учителей есть методические разработки и дидактические материалы по краеведению. И вот данный ресурс электронного по краеведению очень плавно, да, и очень хорошо вписывается именно в данный курс. Так, на уроках краеведения можно предложить знакомство с особенностями периода, с особенностями жизнедеятельности, да, того или иного периода в жизни коми-зырян, жителей, да, Республики Коми, именно посредством знакомства и изучения периодических изданий, которые на данном ресурсе представлены довольно-таки очень полно, да, и очень широко. Так как периодические издания здесь собраны как и районов, периодика районная, так и республиканская, что очень ценно, и она в доступе. Возможно, для активации всех обучающихся необходимо предложить именно этот электронный ресурс. Поиск необходимых изданий, знакомство, анализ – все способствует приобщению обучающихся к активной исследовательской деятельности. Что можно не только книжку, периодическое издание, журнал, газету подержать в руках, да, а можно вот так просто, запросто, да, зайти даже с компьютера и из домашнего компьютера.
Данная технология исследовательская, да, можно приобщить. Данная технология служит средством комплексного решения задач воспитания, образования и развития. Помимо учебных целей и задач, педагоги решают задачи, направленные на развитие и формирование навыков исследовательской деятельности обучающихся. В заключение надо отметить, что поставленные задачи, продиктованные самой жизнью перед библиотекой, перед Национальной библиотекой Республики Коми, выполняются и активно расширяют доступ для различных пользователей, о чем я уже сказала, доступность. Самое главное для ребенка – доступность. И расширение вот этих форм, да, доступности, новые форматы, возможно, о чем было уже сказано. Вот эта поисковая система, она только даст толчок дальнейшего развития, упростит поиск. И накопленная информация давно вышла за стены библиотеки и стала частью информационного, такого глобальных таких ресурсов, да? Представляя эту информацию в интернете, библиотека не только обеспечивает доступность создаваемой информации, но и распространяет знания о республике. Способствует формированию и развитию информационных краеведческих потребностей. Изучать дальше, изучать глубже. Поэтому то, что, опять же, я не нашла, невозможно как стимул к дальнейшему созданию, да, о чем уже ранее было сказано в ранних докладах, вот именно тематика по ключевому слову, да, а что еще? Вот этого немножко не хватает. Вот этого немножко не хватает. И в заключение, что еще могу ответить, что сказать, что данные электронные ресурсы и Национальной библиотеки Республики Коми, кроме того, ФУЛАБ, да, инновационная лаборатория, данные электронные ресурсы очень активно пропагандируются, как сказать, да, пиарятся у нас на курсах повышения квалификации педагогов. Мы, по крайней мере, в институте и в городе, может, в городских, да, населенных пунктах нет этой проблемы доступности с интернетом. Вот этого, пока файл загружается. Возможно, в отдаленных селах по всей Республике Коми есть такие проблемы. И об этом говорят учителя, что утром открывают, утром кликают на кнопочку, а данный документ откроется только вечером. Есть такая проблема, но мне кажется, это только дело времени, да? В принципе, в городской среде данный ресурс работает. Надеюсь, вот эта пропаганда, говоря об Институте развития образования, будет в дальнейшем вестись. Пропаганда данного ресурса и ваши количественные показатели входящих, да, а именно школьников, студентов, будут только увеличиваться. Все, спасибо за внимание. Коллеги, есть вопросы к докладчику? Пожалуйста. Есть короткий вопрос. Вы сказали, что формирование идет в зависимости от потребности, да, что оно не просто там все документы, а документы, которые нужны. А вы как-то соотносите школьную программу, в том числе дети, которые изучают литературу, с тем, что попадает затем? Ну, данный мой доклад, в принципе, да, шла речь именно о краеведческой, да, о краеведческом курсе. Ну, да, как правильно вы отметили, литература на данном ресурсе, как мне кажется, представлена более широко, более ярко. Да, конечно, мне кажется, преподаватели соотносят и как в качестве дополнительного изучения, почему бы нет? Спасибо. Литература, да. Скажите, пожалуйста, в рамках каких учебных курсов или учебных дисциплин идет Знакомство с данным ресурсом. Как я уже сказала, это самостоятельный курс, да, программа, которая разработана лабораторией развития культурного образования. Это край, в котором я живу.
Так, ну и в принципе это однозначно литература, да, тем более, может быть, когда есть некоторые проблемы с хрестоматиями, да, бумажными, может быть, именно поисковая вот эта система в электронном виде, она где-то упрощает, да, вот. Возможно, это на уроках истории при изучении истории республики. Можно я здесь еще немножко тоже поясню? Дело в том, что мы с Сбербанком тоже активно в последнее время сотрудничаем. Приглашают нас они на день информации. Мы приходили как раз, историки приходили, занимались у нас в Национальной библиотеке. Мы им показывали эти ресурсы в комплексе. Не только Национальную электронную библиотеку Республики Коми, но и НБРФ, и президентскую библиотеку показывали. То есть вот в комплексе мы все эти ресурсы показывали. И вот с филологами, тоже филологи буквально недавно приходили, они очень как бы удивлялись, что они некоторые ресурсы не знали, они очень радовались, что это все можно находить здесь. То есть вот как бы у нас, мы надеемся, что краеведы отдельно еще вот там они у вас Да, у таким нас есть, процессом да, идут. получается, как это у нас, да, помню. Ну, то есть вот тогда нам нужно еще тогда рассчитывать, потому что это мы тоже обязательно приходите к нам, мы все покажем, расскажем, какие ресурсы, где можно найти. Так, уважаемые коллеги, мы первую часть нашей секции отработали. Сейчас у нас кофе-пауза.